Проведение этих соревнований для юношей и девушек не старше 16 лет принадлежит первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Николаеву. Идея возникла в 1993 году, а уже через 3 года, в год столетия олимпийского движения, прошли первые игры. Начало было положено. Если на первых играх 1996 года участвовали в этих соревнованиях всего 260 спортсменов из 8 стран, и соревнования проводились всего в 8 видах спорта, то в этом году участников уже более 2000, и представляют они 17 стран Азии и также команды 26 регионов азиатской части России. В программе этих игр соревнований в 18 видах спорта. Ну а у нас на стадионе уже все готово к началу торжественной церемонии открытия. Внимание! На стадионе Лымара начинается торжественная церемония открытия 4-х международных спортивных игр «Дети Азии». Наверное, немногие знают, что уникальным районом мира является Якутия, потому что колебания температуры здесь достигают рекордной величины, более 100 градусов. Зимой температура часто опускается ниже минус 60 градусов, а летом, благодаря резко континентальному климату, амплитуда колебаний превышает 100 градусов, потому что летом до 40 градусов тепла. На поле выходят Клавдия и Герман Хатылаевы. На поле олимпийские чемпионы Роман Дмитриев, Павел Пенигин и Александр Иванов. Заслуженному мастеру спорта, первому из якутян чемпиону Олимпийских игр в Мюнхене, серебряному призеру Олимпийских игр в Монреале, чемпиону мира и Европы по вольной борьбе Роману Дмитриеву. Is given to honored master of sports, champion of the Munich Olympics and silver medalist of the Montreal Olympics, Mr. Roman Dmitriev. Заслуженному мастеру спорта, чемпиону Олимпийских игр в Монреале, трехкратному чемпиону мира, чемпиону Европы по вольной борьбе Павлу Пенигину. The honored master of sport, champion of the Montreal Olympics, the triple world freestyle wrestling champion, the European freestyle wrestling champion, Mr. Pavel Pенигин. Заслуженному мастеру спорта, серебряному призеру Олимпийских игр в Монреале, обладателю Кубка мира по вольной борьбе Александру Иванову. Honored master of sports, the silver champion of the Montreal Olympics, the world top winner in freestyle wrestling, Mr. Alexander Ivanov. По очереди олимпийские чемпионы ударяют по барабану, установленному в центре поля. Так называемая барабанная сюита «Сердце». Степь в Якутии – это словно живой организм. Пульсация степи означает этот барабанный бой. Степь, как бубен, звучит в сердце моем, о пульсе и ритме жизни, о биении сердца, о неиссякаемом стремлении человечества к совершенству, рекорду и подвигу, огненному началу в человеке.
В Якутии барабан всегда отождествлялся с топотом копыт огненного коня Джесигея. Все нарастает и нарастает барабанный бой. Все убыстряется и убыстряется темп скачки огненных коней.
dağına Göksütten derine göğü ayılma Ras sana kıhıllar tüketilleri yer Чороны кубки во множестве собирают. Чароны – деревянные кубки для кумыса, напитка богатырей. И вот мы видим, как 800 девушек выстроились в форме такого огромного кубка, огромного чарона, который сейчас будет наполняться кумысом. Огромный чарон вливается в кумыс, напиток богатырей. О матери земле, о матери всего сущего, охраняющих всех своих детей Азии. Рассказывает эта композиция «Благословление земли». Дети в белых одеждах подбегают к подножию вип-трибуны и все вместе кричат: «Мир, дружба, спорт, дети Азии, ура!» Девушки с чаронами выстроились колоннами на поле, и сейчас они будут встречать участников спортивных соревнований «Дети Азии». Сейчас начнется парад спортсменов. И первой сейчас на беговую дорожку стадиона выйдет судейская колонна. И возглавлять эту колонну будет главный судья 4-х международных спортивных игр, олимпийский чемпион Павел Пинигин, судья международной категории. А зрителям на стадионе представляют главную судейскую коллегию игр. Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению, судья республиканской категории Дмитрий Шарин. К судейству игр допускаются только очень опытные арбитры, которые имеют опыт судейства не только очень серьезных и представительных взрослых соревнований, но и соревнований юношей и детей.
А на дорожке стадиона уже вступили команды-участницы игр. И открывает колонну сборных команд команда из Республики Азербайджан. Кстати, команда из Азербайджана впервые будет принимать участие на международных спортивных играх «Дети Азии». Вслед за ними команда Индии впервые приняла участие в играх в 2000 году. Тогда они заняли 3-е место по количеству золотых медалей. 9 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых. Команда Индонезии. Эта команда принимала участие на 3-х играх в 2004 году на соревнованиях по легкой атлетике, дзюдо, шахматам и тхэквондо. Команда Хашемитского королевства. Всего на игры приехали 35 участников. Из Иордании это команды по баскетболу, футболу. Команда Исламской Республики Иран впервые участвует в играх «Дети Азии». Одна из самых представительных команд на этих играх – команда Республики Казахстан. Она участвовала во всех играх «Дети Азии», радуя своих болельщиков победами в соревнованиях по вольной борьбе, дзюдо, художественной гимнастике и боксу. На этот раз в команде Казахстана 158 спортсменов, которые примут участие в 13 видах спорта. Команда Киргизии традиционно принимает участие во всех играх «Дети Азии». Команда Китая принимала участие во всех предыдущих играх. И в этот раз китайские спортсмены примут участие в соревнованиях по 6 видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетике, тхэквондо, футболу и настольному теннису. Еще одна очень представительная команда Монголии, которая на предыдущих играх уверенно побеждала в соревнованиях по вольной борьбе, дзюдо, шахматам и шашкам. В этот раз в команде Монголии 130 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по 15 видам спорта. Команда Республики Таджикистан участвует в играх «Дети Азии» второй раз. На прошлых играх спортсмены достойно выступили в соревнованиях по боксу. А на этот раз на 4-х играх ребята из Таджикистана выступят в соревнованиях по вольной борьбе и дзюдо. На стадионе участники игр из королевства Таиланд. Команда Таиланда в 1996 году завоевала все золото по настольному теннису. На 3-х играх спортсмены Таиланда соревновались в соревнованиях по спортивной гимнастике, боксу, вольной борьбе, дзюдо и легкой атлетике. Команды Туркменистана и Узбекистана впервые принимают участие в играх «Дети Азии». Пожелаем им удачи. Команда из Южной Кореи. Спортсмены этой страны принимали участие в первых и вторых играх. На этот раз они выступят в соревнованиях по 5 видам спорта: спортивной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, тхэквондо и настольному теннису. В стадионе вы только что видели команду Японии, которая участвует в играх второй раз. Ну и сейчас на стадионе появляются команды из регионов Российской Федерации. 26 команд будет представлять Россию из 26 регионов России. На дорожке стадиона команда Алтайского края.
команда из Амурской области в третий раз принимает участие в играх «Дети Азии». Команда Республики Башкортостан. На этот раз она представлена командой по боксу. Команда из Иркутской области на играх 2004 года завоевала 1 золотую, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей. На дорожку стадиона сейчас вступают команды Камчатской области, которая второй раз принимает участие в играх. Вслед за ними команда Кемеровской области, которая будет выступать в соревнованиях по спортивной гимнастике и пауэрлифтингу. На ваших экранах команда Башкортостана. И вот на дорожке стадиона еще и команды Красноярского края, Магаданской области. И также команда столицы нашей родины Москвы. Приветствуем команду юных спортсменов из Приморского края. Но у нас на стадионе продолжается парад участников. Команда Омской области на ваших экранах. Ее представляет на этот раз команда дзюдоистов. Команда Приморского края. Мы видим сейчас команду Москвы. Москвичи уже второй раз участвуют в играх. Команда Томской области на ваших экранах. Команда Республики Тыва традиционно принимает участие в играх «Дети Азии». Приветствует команду Республики Хакасия. На прошлых играх команда из Хакасии завоевала 1 золото и 1 бронзу. На этот раз на якутской земле выступят хакасские боксеры и теннисисты. Команда Ханты-Мансийского автономного округа Югра. На вторых играх спортсмены этого округа завоевали 1 комплект медалей по боксу и серебряную медаль по волейболу. И вот под овацией трибун команда Республики Саха-Якутии. Вот объявление по стадиону о том, что на дорожках стадиона команда хозяев соревнований, команда Республики Саха-Якутия. А всего в соревнованиях игр примут участие более 2000 спортсменов. Это новый рекорд игр. Надо сказать, что уже первые игры открыли спортсменов Якутии, которые сегодня являются гордостью республики. В первую очередь надо назвать Георгия Балакшина, 6-кратного чемпиона России, 3-кратного чемпиона Европы по боксу, участника Олимпийских игр в Афинах. Это также Александр Кантоев, бронзовый призер чемпионата мира и чемпион чемпионата России. Гаврила Колесов стал международным гроссмейстером и 6-кратным чемпионом мира по русским шашкам. Леонид Спиридонов, чемпион Азии и чемпион мира по вольной борьбе среди студентов.
Все эти достижения якутских спортсменов показывают, что предстоящие игры могут стать хорошей стартовой площадкой для всех участников, началом их пути к вершинам большого спорта. Команды выстроились колоннами на поле стадиона. Ну и как положено на крупном спортивном событии, у игр «Дети Азии» есть, конечно же, свой талисман. Это симпатичный мамонтенок. Ну, а представляют талисман игр воспитанники и выпускники Пекинского циркового колледжа, детские цирковые студии Республики Саха, детские хореографические коллективы спортивных и бальных танцев республики и артисты государственного цирка Республики Саха-Якутия. Песня «Мамонтенка», которая, конечно же, будет звучать на протяжении всех игр, на всех спортивных аренах. Что ж, пожелаем всем участникам игр, чтобы мамонтенок стал добрым талисманом для каждого спортсмена в достижении высоких результатов. Ну а сейчас начинается официальная часть торжественного открытия. И слово предоставляется председателю Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению 4-х международных спортивных игр «Дети Азии», постоянному представителю Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Александру Константиновичу Акимову. Уважаемый президент Республики Саха-Якутия, уважаемый член Международного олимпийского комитета Виталий Георгиевич, уважаемые соотечественники, дорогие участники и гости 4-х международных спортивных игр «Дети Азии». Dear President of the Sakha Republic Yakutia, dear member of the International Olympic Committee, dear compatriots, dear guests and participants of the 4th Children of Asia International Sports Games. От имени Организационного комитета по подготовке и проведению 4-х международных спортивных игр «Дети Азии» докладываю. Объекты, задействованные в играх в 3 городах Республики Саха-Якутия, Якутске, Мирном и Нерюнгри, готовы к проведению 4-х международных спортивных игр «Дети Азии». On behalf of the organizing committee of the 4th Children of Asia International Sports Games, I report that all venues in the 3 cities of the Republic of Sakha-Yakutia, in Yakutsk, in Mirny and Nerengri, are ready to host the 4th Children of Asia International Sports Games. Огонь игр, зажженный на поле Сахолода 25 марта в священном месте Кигилях, Верхоянских гор, побывал во всех улусах и районах Республики Саха-Якутия, субъектах Российской Федерации, а также Монголии и Республика Корея и Японии. The game's flame lit on the 25th of March on the sacred mountain Kihilach in the Verkhoyansk Mountains has been relayed all over the Republic, subjects of the Russian Federation, as well to Mongolia, Republic of Korea and Japan. Во всех культурных и спортивных мероприятиях 4-х международных спортивных игр
примут участие делегации из 28 зарубежных стран, в том числе в спортивных соревнованиях участвует команда 17 зарубежных стран и 27 субъектов Российской Федерации. Общее количество участников 4-х международных спортивных игр «Дети Азии» составляет свыше 8 тысяч человек, в том числе участников спортивных игр свыше 3000 человек. All cultural and sports events of the Games are hosting sport teams from 28 countries, including 16 foreign countries and 27 subjects of the Russian Federation. Total number of the participants of the 4th Children of Asia International Sports Games total to 8,000 people, including 3,000 athletes. Неоценимой является помощь спонсоров. Генеральным спонсором игр является акционерная компания «Алроса». Главными спонсорами выступили предприятия «Алроса Нюрба», «Алмаза Навара», «Нижнеленская», и официальным спонсором являются свыше 100 предприятий и компаний Республики и Российской Федерации. The sponsor's contribution is invaluable. The title sponsor of the Games Надо is сказать о Alrosa важной Company. особенности The major четвертых sponsors are игр Alrosa Nurba, «Дети Азии». Almaza Они Navara, впервые and проходят Nижнеленская не в одном Company. городе And in Якутске, total, как это over было на 100 трех of предыдущих играх, enterprises а and сразу же companies в of трех the Sakha городах Republic and the Russian республики Federation. – в Якутске, At the Games Нерюнгри official и sponsors. городе Мирный. В Мирном пройдут соревнования по художественной гимнастике, по спортивным танцам и предварительные игры по футболу. В Нерюнгри соревнования девушек по баскетболу и соревнования по настольному теннису. И в очередной раз проходят под патронатом Международного олимпийского комитета. On behalf of the organizing committee, I express my sincere gratitude to everyone who has taken part in organizing these games, which are unprecedented by their representation and scale, and are again held under the patronage of the International Olympic Committee. Творческие коллективы республики готовы познакомить гостей с богатой, многообразной культурой многонационального народа России и Якутии. Мы станем участниками грандиозной культурной программы, в рамках которой пройдут Международный цирковой фестиваль «Мамонтенок-2008», фестиваль «Полярная звезда», встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо и многие другие мероприятия. Artistic groups of the Republic are ready to present the rich and diverse culture of our Republic. We will participate in grand cultural program, which includes International Circus Festival Mamontionok. Для всех нас игры «Дети Азии» важны тем, что сплачивают представителей разных народов, разных религий и проходят под девизом «От дружбы к спорту, к миру на земле». Международные спортивные игры «Дети Азии» – это уникальный детский проект, это праздник детства, спорта и дружбы народов. For all of us, Children of Asia Games are important because they bring together different nations and different regions. Their motto is, from friendship in sports to peace on earth. And Children of Asia International Sports Games are a unique children's project. It's a festival of childhood, sports and friendship of nations. Уважаемый президент, докладываю, Организационный комитет, судейская коллегия и спортивная команда к проведению 4-х международных спортивных игр «Дети Азии» готовы. Dear President, I hereby report that the organizing committee, the referee board, and the sport teams are ready for holding the 4th Children of Asia International Sports Games. Прозвучал рапорт Александра Акимова, президенту Республики Саха-Якутия, о готовности к началу игр. В адрес участников и гостей 4-х международных спортивных игр «Дети Азии» звучит приветственное слово президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Приветствую участников и гостей 4-х международных спортивных игр «Дети Азии».
Ваши традиционные соревнования играют важную роль в развитии детского и юношеского спорта, массовой физической культуры. Они способствуют воспитанию у подрастающего поколения уважительного отношения к здоровому образу жизни, к честной соревновательной борьбе и, конечно же, помогают молодежи из разных стран укреплять дружеские контакты. Желаю юным спортсменам интересного общения, удачи, новых побед и наград самой высокой пробы, а болельщикам ярких, запоминающихся впечатлений. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. В адрес участников 4-х международных спортивных игр «Дети Азии» поступили приветственные послания от председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, мэра города Москва Юрия Лужкова. Слово имеет президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штыров. The floor goes to the President of the Sakha Republic, Yakutia, Mr. Vyacheslav Shirov. Дорогие участники 4-х международных спортивных игр, уважаемые гости, дамы и господа, дорогие друзья, вот уже 4-й раз столица нашей многонациональной республики Саха-Якутия, город Якутск, принимает международные детские спортивные игры. Главным итогом предыдущих игр стало то, что под впечатлением остроты спортивных соревнований, успехов своих сверстников и друзей, старших братьев и сестер, сотни и тысячи юношей и девушек, мальчишек и девчонок изо всех уголков нашей республики впервые открыли двери спортивных залов, пришли на стадионы и стали заниматься физкультурой и спортом. Это значит, что наши спортивные игры служат укреплению и развитию идеи здорового образа жизни. Для многих участников спортивные игры «Дети Азии» стали стартовой площадкой, трамплинов для больших спортивных достижений. Многие из них стали чемпионами своих краев, областей, республик. Многие из них стали чемпионами Российской Федерации и своих стран. Некоторые стали чемпионами мира и Европы. 4 из участников предыдущих игр «Дети Азии» стали олимпийцами и будут участвовать в предстоящих Олимпийских играх в Китайской Народной Республике. В играх «Дети Азии» по традиции участвуют представители многих регионов Российской Федерации, представители многих стран. И поэтому игры служат для них школой дружбы между народами разных национальностей и вероисповеданий, терпимости, взаимовыручки, взаимопомощи. И поэтому наши игры служат гуманным целям толерантности. Я совершенно уверен, что и 4-е международные спортивные игры «Дети Азии» выполнят свою благородную миссию. Дорогие участники игр, от имени всех жителей нашей республики Саха-Якутия я хотел бы пожелать вам здоровья, удачи, рекордов и побед в честной спортивной борьбе. Дорогие гости и зрители, я хотел бы пожелать вам великолепных спортивных зрелищ, радости побед ваших любимцев и приобщения к великому миру спорта. 4-е детские международные спортивные игры «Дети Азии» объявляю открытыми.
Прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Официальное открытие игр состоялось. Но у нас на стадионе продолжается торжественный вынос флага 4-х международных спортивных игр «Дети Азии». Флаг проносит по беговой дорожке стадиона до флагштока, и доверено пронести его известным юным спортсменам, чемпиону Китайской Народной Республики по баскетболу Чжэнь Вэню, чемпион Республики Индия по вольной борьбе Приянка, чемпионка Южной Кореи по спортивной гимнастике Пак Кенг Джин, чемпион Монголии по борьбе дзюдо Дорен Бояр, чемпион победитель Кубка Королевства Таиланда и международного турнира по волейболу Сутата Чувулим, чемпион мира по тхэквондо из Республики Казахстан Бакасымов Жалгас, Екатерина Тетерина, представительница Иркутской области, победительница первенства Европы по борьбе дзюдо среди девушек, и представитель Республики Саха-Якутия, двукратный чемпион России по вольной борьбе Альберт Семенов. Все в ожидании подъема флага игр. Сейчас флаг будет прикреплен к флагштоку и прозвучит гимн 4-х международных спортивных игр «Дети Азии» в исполнении детского коллектива Хенчеэри.
прозвучал гимн 4-х международных спортивных игр «Дети Азии» в исполнении детского коллектива Кенчери. Ну а сейчас слово для приветствия предоставляется Виталию Георгиевичу Смирнову, члену Международного олимпийского комитета, почетному председателю Национального олимпийского комитета, кавалеру ордена Республики Саха-Якутия «Полярная звезда». Он также зачитает приветствие от президента Международного олимпийского комитета Жака Рогги. От имени Международного олимпийского комитета сердечно приветствую вас с очередным праздником Международными играми «Дети Азии». Вы знаете, что Международный олимпийский комитет в очередной раз предоставил свое покровительство этим соревнованиям. Это значит, что на всех объектах, где будут проходить соревнования в рамках этих игр, может развиваться флаг с 5 олимпийскими кольцами, самой узнаваемой и самой популярной эмблемой в мире, символизирующей дружбу спортсменов 5 континентов. К вам с приветствием обратился президент Международного олимпийского комитета, текст которого позвольте мне зачитать. Уважаемый президент Республики Саха, уважаемые организаторы, уважаемые спортсмены, приветствую вас на 4-х международных спортивных играх «Дети Азии» в Якутске, столице Республики Саха, в одном из самых красивейших и богатейших природными ресурсами субъектов Российской Федерации. Мои особые пожелания вам, мальчики и девочки, в течение этих дней вы будете бороться изо всех сил за себя, за своего тренера, за свою семью и за свой народ. Конечно, вы все хотите победить, как те великие чемпионы, за которыми вы наблюдаете по телевизору. Но помните, тот, кто первым пересек финишную черту, победитель, но не обязательно чемпион. Чемпион состязается, помня об олимпийском духе, в стремлении к совершенству и с уважением к себе, своим соперникам, судьям и правилам. Кто-то из вас, возможно, мечтает продолжить и дальше представлять свою страну на таких соревнованиях, как молодежные Олимпийские игры в 2010 году в Сингапуре или, может быть, даже на самих Олимпийских играх. Пусть сбудутся ваши мечты. Я желаю успеха организаторам и удачи вам всем. Жак Рог, президент Международного олимпийского комитета. Дорогие друзья, по случаю этого прекрасного события Международный олимпийский комитет учредил специальный приз, который передается на вечное хранение организаторам юношеских игр. Позвольте передать его. Международные спортивные игры «Дети Азии» Уруй Айхау! Почетное право для оглашения торжественного... Вы обратили внимание, что все на этом открытии происходит как на Олимпийских играх. И сейчас прозвучат клятва спортсменов и клятва судей. Саина Попова, победительница
победительница чемпионатов России и Европы по международным шашкам. Ей доверено почетное право для торжественной клятвы от имени участников. Участников четвертых международных спортивных игр «Дети Азии» торжественно клянусь выступать на играх с полной отдачей сил, показать высокое спортивное мастерство, высоко нести честь спортсмена и бороться за победу честно, уважая достоинство соперника, соблюдать все правила соревнований во славу спорта и во имя чести своих команд. От имени судей четвертых международных спортивных игр «Дети Азии» торжественно клянусь выполнять обязанности судьи с высокой ответственностью, уважая и соблюдая международные правила соревнований, создать все условия для честной спортивной борьбы, для достижения высоких спортивных результатов. От имени судей клятву произнес Павел Пенигин. И вот сейчас уход парада с поля стадиона. И команды сейчас займут свои места на трибунах стадиона. А мы еще раз приветствуем всех юных спортсменов на якутской земле и желаем им достойно представлять свою страну на четвертых международных спортивных играх «Дети Азии». Итак, спортсмены направляются на трибуны, а у нас сейчас начнется театрализованное действие, которое называется «Легенда о цветке огня». На поле сейчас дедушка и мальчик. Мальчик рисует, дедушка сидит рядом. Дедушка, помнишь, ты мне рассказывал легенду о цветке огня? Где он этот цветок? Я хочу нарисовать его. Цветок огня, говоришь? Каждый ходит свой цветок сам. А ты нашел его? Я нашел. Расскажи. А ты нарисуешь. Хорошо. Какие цветочки
поле и складывают лепестки в цветы. Мальчик и дедушка покидают поле. И танец цветов. Дедушка продолжает свой рассказ. Давным-давно на земле было лето, и появилось тогда великое древо жизни. Цветы на поле распадаются и складываются в красивое дерево. Звучит тревожная музыка, и на поле выходят братья. И вот братья подходят к дереву, подбегают к персикам и решили их съесть. Восемь персиков поделить было легко, а вот за 9-й персик началось настоящее сражение. Братья раскололи дерево. Дерево раскалывается на чешуи, и чешуи разлетаются в разные стороны поля. Братья разбегаются в разные стороны и превращаются в страшных драконов. Нарастающий бой барабанов. И вот уже драконы продолжают сражение. И сражение это продолжалось 3 года и 3 века. Волновалось Северное море, по нему ходили громадные волны. Южные горы колыхались, вздымались до самого неба.
сражение за оставшийся 9-й персик. Цветущая земля стала покрываться огромными трещинами и стала разваливаться на куски. Не в силах выдержать такой битвы. Уже на земле сражение стало невозможным. Драконы стали подниматься высоко в небо, где сошлись в последний раз и раскололи небо пополам. И в небе появляется огромная трещина. В этом Алаасе замерзал последний 9-й персик. Лишь одинокий клин белых журавлей платком девичьим парил над Алаасом последним. На поле появляются девушки-стерхи, девушки-птицы. И замер мир. И вот появляется белая дева Удаганка. Russia.
И вот, согретый теплом волшебного платка, родился мальчик, родился богатырь, который должен вернуть счастье на землю. Появляется богатырь, который должен бороться с драконами. И вот свита воинов вносит богатыря, стоящего на носилках. Но для того, чтобы сразиться с драконами, богатырю нужно забраться на небо. Таганка вручает богатырю меч, который должен помочь ему справиться с драконами. Богатырь должен быть готов к встрече со страшными драконами. Это танец поднятия духа богатыря.
на дорожке стадиона появляются байкеры, железные кони. Именно они помогут богатырю подняться на небо. Ну а коварные драконы, похоже, готовы принять вызов. Драконы рассыпаются на чешуи и разбегаются по полю. И вот решающее сражение с остатками драконов. Богатырь ведет за собой свое войско. И чешуи драконов в ужасе разбегаются. Второй дракон пытается взять реванш. Но ему суждено погибнуть под ударами богатыря. И богатырь исполняет песню в честь завершения Великой битвы.
Торжество победителя. Земля спасена. И вот волшебный платок удаганки закрывает черную трещину. Жизнь возвращается на землю. На поле 500 юношей в костюмах духов-покровителей коней исполняют танец Джосигей, танец огненного коня. Танец мировоззрения якутов о первопредках
божествах коне и орле, о божественном происхождении человека, поклонение свету, огню и солнцу. Земля возродилась, вернулся огонь, вернулось солнце, вернулось тепло на землю. Вновь исполняется асуахай, традиционный национальный якутский танец. Участники танца асуахай покидают футбольное поле. На нем появляется мальчик и дедушка. Эчик, смотри, журавли над нашим Аласом. Смотри,
какие они красивые! Как хорошо, что мы живем на земле! И мальчик нарисует цветок огня. Смотрите, я нарисовал цветок огня! Встречаем на древней земле наших гостей. В честь праздника мира и доброты на древней земле Аланхо встречают гостей. Цветок огня сопровождает шедевры устного и нематериального наследия человечества. Это эпос Аланхо, Якутия. Это культура семейных старообрядцев Забайкалья. Это театр Но из Японии. Эпическое пение Пьянсари из Кореи. Шедевры наследия человечества. Здесь и пение Уртын-Дуу, игра на музыкальном инструменте Марин-Куур, Монголия. Игра на музыкальном инструменте Дудук, Армения. Творчество сказателей Акынов из Кыргызстана. Обряд Семибратства Мевлеви, Турция. Исполнение Мугам, Азербайджан. Шедевры проходят по полю и поднимаются на подиум. Ну а с разных концов стадиона появляются сопровождающие с символами той страны, которую представляют шедевры. Здесь и шарфы, здесь ветки сакуры. Все шедевры сегодня в гостях в республике Саха-Якутия. Ну и в финале церемонии открытия игр вспыхнет огонь международных спортивных игр «Дети Азии».
Огонь Игорь, прежде чем достичь стадиона Туймаада, проделал большой славный путь. Он был зажжен на вершине священной горы Киселех Верхоянского улуса за 100 дней до начала соревнований в один день с подобным событием в Олимпии, где вспыхнул олимпийский огонь. Огонь был добыт древним способом, ударом кресала о кремень. За эти 100 дней огонь 4-х международных спортивных игр «Дети Азии» прошел 129 030 километров через 34 улуса Республики Саха-Якутия. И вот он прибывает на стадион Туймаада. Факел вносят преодолевшие огромный путь спортсмены, энтузиасты и бегуны-экстремалы. Руководит ими почетный гражданин Верхоянского улуса Дмитрий Горохов. Сопровождает факел мастера спорта Владимир Находкин, Николай Винокуров и ветераны спорта Владимир Тардуянов и Василий Горбунов. Факел принимает заслуженный мастер спорта, чемпион 24-х Олимпийских игр в Сеуле, многократная чемпионка, рекордсмен Советского Союза, Европы и мира по легкой атлетике Мария Пенигина. Продолжит эстафету победитель первых Евразийских игр и 4-кратный победитель чемпионата России на дистанции 110 метров с барьерами. Денис Федоренко, капитан сборной Республики Саха-Якутии по легкой атлетике и член сборной команды России. Ну а почетное право зажжения огня игр получил победитель чемпионата России по вольной борьбе Евгений Алексеев. И вот последние метры огромной дистанции, которые проделал огонь игр. Евгений Алексеев подносит факел к основанию цветка
И вот он вспыхнул, огонь международных спортивных игр «Дети Азии». И сейчас прозвучит знакомый нам уже гимн игр. Грандиозное представление на арене стадиона. Выступает футуробалет. Грандиозное торжественное открытие международных спортивных игр «Дети Азии» завершается. И начинается грандиозный фейерверк, которого так ждали зрители на трибунах, который и завершает торжественное открытие игр «Дети Азии». Ну что ж, хочется пожелать, чтобы события на спортивных аренах игр были столь же интересными и грандиозными, как и сегодняшнее торжественное открытие. Еще раз поздравляю всех с открытием международных спортивных игр «Дети Азии». Наша трансляция, так же как и церемония открытия игр, подходит к концу. С вами был Николай Попов.
Ну, а мне остается только сказать, что подготовлена и организована эта трансляция была совместно НВК «Саха» и телеканалом «Спорт». На этом я, Николай Попов, с вами прощаюсь. До следующих встреч в Якутске, до следующих встреч на соревнованиях международных спортивных игр «Дети Азии». До свидания.